Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Гость нашей программы сегодня — министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Анатолий Семенов. Он в студии. Анатолий Скалонович, я вас приветствую. Здравствуйте. Речь пойдет сегодня у нас о замечательном празднике. Это День национальной печати. В прошлом году указом главы республики был учрежден этот праздник. В чем суть и идея данного праздника? Добрый день, Иван Викторович. Добрый день, уважаемые телезрители. Действительно, в прошлом году своим указом глава республики Арсений Сергеевич Николаев утвердил 1 июля День национальной печати. Почему 1 июля? Дело в том, что в 1907 году именно 1 июля вышла в свет газета, двуязычная газета «Саха-Дудута», Якутский край, учредителем которого, идейным вдохновителем которого был Василий Васильевич Никифоров, Кюлюмнюр, со своими сподвижниками. Это было сделано на частные деньги, был создан типографский шрифт на якутском языке, была собрана команда, по сути, с нуля. И вот вышла в свет первая газета. И я хочу сказать, что это стало, в принципе, основой для развития всей якутской печати. И более того, я скажу, наверное, даже так, что это стало основой для развития якутской литературы, потому что благодаря этому шрифту и вообще этому станку появились и другие газеты на якутском языке, на русском языке. И я хочу сказать, что в целом указ главы, мы знаем, что есть у нас День российской печати, 13 января мы празднуем, но вот именно День национальной печати говорит о том, что нам нужно сохранять свою традицию, сохранять государственные языки, в том числе языки малочисленных народов Севера. И популяризировать, конечно, это в том числе вопросы кадровой политики. Поэтому этот праздник имеет такое, знаете, очень важное значение для всей республики. В этом году также отмечается столетие первой официальной газеты на якутском языке. Расскажите, пожалуйста, какие планы, какие мероприятия запланированы, посвященные и Дню печати, и вот этому празднику, столетию первой газеты? Ну да, 100 лет назад вышла газета «Манчары», и действительно в этом году создан оргкомитет, который возглавляет Сергей Васильевич Местников. Принят план мероприятия, он будет идти весь год. Хочу сказать, что коллеги из Сахамедиа весной этого года возобновили выпуск газеты «Манчары», как платежь газета «Сахасирей», и его можно приобретать в наших киосках, подписываться. Действительно, недооценить это событие сложно, потому что это как раз столетие газеты предваряет праздник столетия нашей республики, который мы будем праздновать в следующем году. И можно сказать, такая предтеча праздника, который ожидается нас всех в следующем году. У нас очень много мероприятий. Сегодня мы возлагаем цветы Василию Васильевичу Никифору Кюлюмнюру. Глава республики будет вручать государственные премии одноименного названия. И я очень рад, хочу поздравить коллегу Николая Николаевича Ушницкого, главный редактор газеты «Кинкорот», который сегодня удостоен государственной премии гранта главы имени Василия Васильевича Никифора Кюлюмнюра, который будет сегодня буквально вручен на возложении цветов на памятнику. У нас было установлено, сегодня я сам участвовал в установке Сергея, 95 газет и журнала, то есть Чолбон, установили Сергея с коллегами, и у нас сегодня очень много круглых столов, и Сетим проводит, и наша Саха-печать. Я кстати, сегодня участвую в круглом столе с участием федеральных экспертов в области как раз цифровизации. То есть мы, знаете, что мы как раз сейчас очень много делаем для того, чтобы цифровизовать наши государственные СМИ. Хочу сказать, поблагодарить коллег из НВК Саха. Пользуясь случаем, вы знаете, что буквально вчера ночью как раз прошло такое мероприятие, впервые называется «Читаем в белые ночи». То есть собрались и писатели, и общественники, и журналисты, политические деятели, и в прямом эфире на НВК Саха, на крыше НВК Саха в белые ночи, в естественном освещении читали якутских классиков. Я, к сожалению, кастинг не прошел, поэтому читал отрывок Амая Чагая
Коратчит как раз на якутском языке читал своей страницы Инстаграм. Но надеюсь, что в следующем году кастинг пройду и тоже уже массово вот такое мероприятие будет, станет модным, может быть, среди молодежи именно в белые ночи собираться, читать книги. Не обязательно это будут классики, это может быть Андрей Геласимов, которого, кстати, выпускник 21-й школы, который я закончил, работник нашего университета, который самый популярный российский писатель вне Российской Федерации, продается он на Амазоне очень активно. И вот наша как раз компания «Аяр», наше издательство, выпустила и перевела его, нашего соотечественника, на якутский язык. Называется книга «Жажда» у Таты. Вот тоже рекомендую, Иван Викторович, почитать хотя бы на русском. Действительно, учитывая то, что наша республика стала самым читающим регионом России, почему бы эта практика «Читаем в белые ночи» не стала бы ежегодной, модной, действительно модной? Не могу не спросить такой вопрос. Пандемия и те ограничительные меры, в которых мы сейчас, к сожалению, вынуждены существовать, показали все-таки, что наша республика готова реагировать на такие вызовы. Цифровизация госорганов власти прошла буквально моментально за несколько дней. Но как трансформировались все-таки республиканские газеты и печатные издания в условиях действующих ограничений? Маргарич, действительно очень важный вопрос. Прошлый год бросил вызов всему миру. И я как раз, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить коллег, наших журналистов, которые наряду вместе с медиками стояли на передовой, по сути. Потому что когда мы были в условиях ограничения, когда мы находились в режиме изоляции, откуда мы могли только получать информацию? Только из источников средств массовой информации, как и независимых, так и государственных. Но я хочу отметить один важный момент, что по нашим исследованиям как раз именно важность государственных СМИ отмечали все жители Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, потому что самая четкая, правильная, достоверная информация была только у государственных СМИ. Это была важнейшая роль, потому что нужно было ежедневно, оперативно давать сводки. И я знаю, как ваши коллеги, Иван Викторович, журналисты НВК Саха, проводили эти брифинги, по сути, иногда рискуя свою жизнь, и проводили брифинги из красных зон. То есть я считаю, что это достойно, и мы вот сегодня и в эти дни будем награждать тоже наших коллег-журналистов. Что касается цифровизации, Иван Ильич, действительно, вы правильно сказали, что весь мир перешел вынужденно в цифру. Это стало нашим инструментом, мы учились, работали дистанционно. Ну и, конечно же, вот я хочу сказать, что в этом году мы зарегистрировали в Роскомнадзоре 33 сетевых издания. Мы в прошлом году поменяли впервые за много лет госзадания. Теперь мы доводим госзадания для СМИ не только как печатные листы, но и как сетевое издание. Все улусные редакции создали свои цифровые зеркала. У нас создан портал Якутия Дейли, который, кстати, бьет вообще рекорды по просмотрам. У нас есть зеркало улусных газет, называется Улус Медиа. НВК Саха создала свое приложение в Play Market App Store. Я хочу сказать, кстати, уже скачано 54 тысячи копий по всему миру. И вот, допустим, трансляции игр Олонхо, игр Дегына и вот предстоящих игр Манчара, это все транслирует НВК Саха. Я хочу сказать, НВК бьет сейчас все рекорды за все года по просмотрам. И это стало тоже благодаря доступности. То есть у нас 85% населения имеет мобильный интернет, 4G, есть смартфоны. И как раз вот эта цифровизация, и в том числе и радио ТТИМ, дает возможность в записи или в прямом эфире смотреть все телепрограммы, которые мы делаем. И это, кстати, касается в том числе и всех наших журналов, газет и устных редакций. Поэтому действительно можно сегодня констатировать, что цифровизация государственных СМИ прошла успешно. В этом году еще одно событие знаменательное, это медиахолдинг Якутия отмечает, посвящено оно первой типографии, которой исполняется 160 лет. С какими показателями общество вошло в эту знаменательную цифру? Ну, действительно, наша типография является старейшим предприятием не только города Якутска, но и республики. 160 лет — это невообразимая такая цифра, достойная. И я рад, что республике и руководству республики в разных годах удалось сохранить это предприятие. Сегодня там работает очень дружный профессиональный коллектив. Типография, несмотря на, если честно сказать, снижаемый рынок, скажем, тиражей всех газет, не только государственных, но и негосударственных,
держит 80% рынка, идет навстречу практически всем газетам, в том числе и независимым, иногда, по сути, печатая их в долг, если честно сказать. Практически типография является сейчас таким, не знаю, скажем так, стержнем, что ли, всех печатных изданий. И вот благодаря поддержке Государственного собрания ЛТМН вчера на сессии принята корректировка, и мы докапитализируем уставной капитал на 25 миллионов рублей, это впервые за 20 лет, может быть, помогаем типографии родной, чтобы они купили новое оборудование, как раз книжное. Дело в том, что я как цифровизатор Якутии, да, как раз занялся и в том числе и цифровизацией типографии, казалось бы, такого аналогового, куда более аналогового предприятия. Но вы знаете, что мы сейчас внедряем вместе с резидентом антипарка CRM-систему, где вы можете удаленно с любого наслега заказать книгу или журнал, или это может быть школьная газета или корпоративный журнал, может быть, там любого предприятия, дистанционно, не посещая вообще типографию. То есть сбросить исходники, эта система позволяет принять, выписать счет, подписать акты, договора и распечатать журнал или книгу или газету и доставить вам прямо к лицу или раздать тем людям, кому вам надо. То есть так происходит цифровизация типографии. А еще один факт интересный. Вообще раньше типография называлась именем знаменитого нашего космонавта, тоже юбилей которого, полет в космос, мы отмечали в этом году, Юрия Алексеевича Гагарина. И вот коллеги из типографии обратились ко мне, чтобы мы пересмотрели и вернули вот славное название знаменитого нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. И мы сейчас как раз в правительстве этот вопрос рассматриваем. Я надеюсь, что, я со своей стороны, по крайней мере, поддерживаю эту инициативу, и вот это название вернется в типографию именно в 160-летний юбилей. Хочу сказать, что вот такие новости у типографии, это действительно, они впервые, кстати, за многие годы вышли в прибыль. Также не могу не спросить, насколько я знаю, в этом году какая-то новая схема предоставления грантов появилась. Об этом чуть подробнее. Действительно, надо сказать, что мы поддерживаем не первый год не только государственные СМИ, но и независимые СМИ. Вот вчера тоже буквально на сессии Государственного собрания ЛТМН принята корректировка. И в этом году, как и в прошлом году, мы будем разыгрывать гранты главы Республики Саха-Якутия среди вообще всех СМИ, в том числе и независимых. Это по направлениям, приоритетным направлениям социально-экономического развития нашей Республики Саха-Якутия. То есть могут участвовать зарегистрированные средства массовой информации в Роскомнадзоре, но это не зависимость от форм собственности. И эта практика очень правильная. Она в прошлом году показала, что как раз вот в пандемийный год и сейчас, в принципе, в непростой год, что поддержка государства, в том числе и независимых СМИ, она очень важна. И я призываю всех максимально следить за новостями и участвовать в этом конкурсе. В начале этого года одно из крупнейших книжных издательств нашей республики, в принципе, и всего Дальнего Востока, ну и, как отмечают эксперты, из страны в целом, это Бичик, прошло процедуру ребрендинга, носит сейчас название Аяр, под которым уже выступила на Московской книжной выставке. А в каких целях произошли эти концептуальные изменения и как работает на сегодняшний день издательство, которое отмечает в этом году 95 лет? Аяр с якутского переводится как «созидать, создавать, творить». Естественно, издание книги любой, это, вы, наверное, согласитесь со мной, Иван Ильич, это чисто творческий процесс. Поэтому было принято такое название, а я, как человек, отвечающий за цифровизацию, как IT-министр, тоже поддержал это название, потому что я в нем увидел словосочетание AI, Artificial Intelligence, то есть это AI, это как раз то направление, которое мы поддерживаем. То есть, в принципе, я думаю, недолго то время, когда AI тоже будет участвовать, и уже сейчас участвует в написании и формировании книг. Да? В прошлом году мы стали самой читающей республикой, благодаря в том числе нашему книжному издательству «Аяр». Они выпускают в прошлом году, несмотря на снижение тиражей, 580 тысяч экземпляров книг выпустили. Мы ежегодно наводим средства на издание якутской литературы социально значимой. И там более 318 наименований разных книг. Они выпускаются и в цифровом формате на разных площадках типа Литер.с. И вот в этом году, в августе, я надеюсь, что ограничения будут помягче, пройдет наша любимая книжная выставка на площади Ленина,
И там мы будем презентовать новые приложения от компании книжного издательства «Аяр», скачав которые вы можете в цифровом виде читать всех якутских классиков и не только. Договорились, что будем печатать и современных писателей, и в том числе и тех, которые не из республики. То есть вот такое достойное, я считаю, начинание, и теперь, Иван Ильич, можно будет очень удобно в цифровом формате читать наши книги. Огромное количество отличных новостей. В завершении беседы, Анатолий Скалонович, ваше пожелание нашим телезрителям в День национальной печати. Ну, я хочу сказать, что книги, газеты на национальном языке, на государственных языках имеют большое значение. Несмотря на то, что у нас происходит цифровизация, мы должны читать, помнить свою историю. Именно чтение развивает человека, а в нашей республике сделана ставка на развитие человеческого капитала. Только благодаря знаниям и экономике знаний мы сможем развить нашу республику. Поэтому я всех коллег-журналистов, ветеранов отрасли поздравляю с этим праздником, желаю вам здоровья и творческих успехов. Берегите себя. Анатолий Скалонович, огромное спасибо за беседу, спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего самого доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем нашей студии был министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов. Не забывайте надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.